зовут Виталий. Фамилия Ахьянов. У меня тогда группа инвалидности, поражение головного мозга. Но когда я просыпаюсь, то я уж не грею. Потом иду умываться, чистить зубы. Потом собираюсь. Когда я был маленьким, ко мне приходила учительница. Он меня учил читать, писать. Мне было сначала сложно прибавить 5+5 это. Сложно было сначала. Потом я научился. Таблицу умножения я тоже пытался выучить. Но так и не смог. Мой мозг не смог запомнить. Мне нравится ходить пешком, потому что это полезно для здоровья. Движение – это жизнь. Чем больше движения, тем лучше для меня. Всю жизнь был таким активным. Первый раз пришли они, мама и папа, они вот вместе приходили, познакомились, посмотрели. И Виталий начал ходить к нам. И по ходу дела ему очень понравилось, потому что он у нас самый ранний. Вот мы, например, официально работаем с 11, но ему ничего не стоит, сами знаете, выйти 2 шага. Он у нас очень скоростной молодой человек, прогулялся быстренько, и он в 10 часов может быть здесь. Так, сколько надо? Столько хватит? Хватит. Да. Вот как Рим, смотри. Ну, я хотел стать полицейским в детстве. Ловить там преступников, короче, чтобы... Ну, я хотел защищать людей, ну, вот это, ловить преступников. Мы сюда приносим московский опыт, это не секрет. В Москве очень много таких мастерских, в которых работают с такими ребятами. И мы вот эти все элементы, у кого мы общались, были, смотрели, наблюдали, мы эти вещи сюда несем. Что им дает? Ну, если даже поспрашивать, они, думаю, своим простым языком это скажут, но в целом, это, во-первых, социализация. Они общаются, они приходят. Они вместе куда-то ходят вне улья. У них есть... Где-то они куда-то в музей пойдут, и в парк, и чат у них есть. То есть у них такие интересные чаты, там они общаются, грамотность там может быть никакая, но все равно понятно, я вижу, о чем они говорят. То есть они общаются, но если представить ситуацию, что улья нет, вот, они сидят дома, скорее всего. Меня зовут Корнилова Вера. Врачи говорят, что у меня дебильность. Костик, один сюда, в центр ложится, потом слева, потом справа, потом слева. Раньше у меня ни друзей, ни подруг не было, я одна ходила. Долго. Лет 17. Я обычно вот по музыке, это там по теннису учусь. Короче, как музыкальный человек, мечта быть известной. В Москву поехать и ведущей быть «Утренняя звезда» с Николаевым. Самая большая беда – это не когда они в школе учатся, а когда они школу заканчивают. Покуда они в школе, с ними возятся, их без внимания оставляют, им помогают. Вот даже если фонды взять, да, вот если просто взять статистику различных организаций некоммерческих, основная масса работает с детьми. Ну вот прям взять статистику. Разные названия организаций, у них разные специализации, но в общей массе они работают с детьми. То есть это до 18 лет. А вот взять такую организацию, которая работает уже со взрослыми, чисто, таких мало. Они есть, конечно, но процент в соотношении их очень мало. Вы у меня всю жизнь отняли, сволочи! Я тебя прошу, Петр, отпусти мою жену. Что она тебе плохого сделала? Вы у меня всю жизнь отняли! Вы у меня всю жизнь отняли! Сволочи! Заплачу. Руслан, а есть что-то более позитивные фантазии у тебя? Более позитивные фантазии, фильмы.
Руслан, Дорогой, а мы сегодня выпьем чашечку кофе? Никто болеть не хочет, люди все равно хотят как-то стараются жить. Свои планы, мечты, вот, все люди жить хотят как-то. Но они же разговаривать могут, как нормальные люди общаются. Просто нормально, вот абсолютно здоровых людей нет уже. Кто-то чем-то болеет, кто-то не болеет. А так они с виду нормальные ребята, обычные. когда мы начинали работать с этого, да, вот с ребятами нашими, некоторых мастеров, когда мы привлекали к занятиям, было тяжеловато, они боялись. У людей еще такое отношение, да, что они все каким-то как минимум буйные, всем нужны смирительные рубашки, и все там, опасные. Ласковая, добрая, милая. Меня зовут Ван, и 99. У меня сахарный диабет, и сегодня не могу говорить звук не ле, а ле, лама. Люди с сметанным расстройством, они так ладились. Может, некоторые люди бывают психованные. Например, могут некоторые на водителя кричат на автобусе. Видео в автобусе. Они ругались. Сами виноваты, а сами на водителя. У них психика ненормальная. В общем, були – это, во-первых, для них социализация, общение. И, во-вторых, это передышка для домашних. Домашние, которые все время с такими ребятами, это непросто. И поэтому важно им давать эту передышку. И мы, кроме того, что с ребятами занимаемся, ребятам даем эту возможность, да, заниматься чем-то. Какая-то трудозанятость у них есть, они что-то делают. То есть у них разнообразные занятия. У нас есть в этот момент прекрасная возможность домочадцам тоже передышку получить. Кабачок. Дальше что идет? Ну-ка, давай. Картошечка. Ложи. Молодец. Теперь фарш. Угу. Ксюш, ты пока смотри, запоминай, хорошо? Кабачок. Для чего нужна тренировочная квартира? Чтобы попробовать жить без родителей, самостоятельно, посмотреть, сколько есть этой самостоятельности, какие есть навыки, каких нету. Тех, которые есть, на них опираться, каких нету, этим научиться. Не всегда родители дома могут что-то дать такого, не потому что они плохие родители, а потому что иногда не хватает времени и быстрее сделать самому. А люди с ментальными нарушениями, они немного медленнее понимают и принимают обучение. Он нагреется сейчас немножко, минуты 2-3. Ты пока можешь подготовить свою ложку, что тебе нужно для нее. Как жить? Давай посмотрим, как у нас должно быть правильно, только немножко вытягивай так дальше. Меня зовут Маргарита Сабирова. Я люблю музыку слушать, с мамой разговаривать. Почему здесь оказались? Общение с другими людьми. Не что вот так тупо сидеть в телефоне, вот так вот в телевизор смотреть. Как ты думаешь, чему научишься ты здесь? Кушать готовить. Поделки делать. Еще чуть стираться. Твоя главная сокровенная мечта. На работу выходить. А кем ты хочешь работать? Посуду мыть. Ты любишь мыть посуду? Не очень, а куда деваться? Есть другие повесы, мам, не берут меня. Типа, зачем мы за вас будем отвечать, типа, таких ребенок не нужен такой, типа, у вас диагноз стоит, типа. Особенно, когда сюда приезжаем. По чувству, по любовь. Про любовь рассказать? Да. Что такое любовь? Да, что такое любовь? Я считаю, что любовь – это вера, это доверие. Важно в любви доверять друг другу. Если это зависимость, еще какое-то чувство, точно не любовь. Мы пока разделили. Заезд девочек, заезд мальчиков. Но потом, я думаю, что может быть и смешанный заезд. Тем более, что у нас квартира располагает такими возможностями. У нас и комнаты разные. Можно приехать 2 парням, 2 девушкам. Но тогда это будет новая задача. Они же должны как-то тоже взаимодействовать. И тогда уже у нас
взаимодействие отношений, да? Как мужчина, женщина, как они должны себя вести, что делать можно, что делать категорически нельзя. Здесь воспитывается социально приемлемое поведение. Как люди воспринимают людей ментальными особенностями. Ну, кто-то хорошо, кто-то не очень. А некоторые даже смеются. Не знаю, как вам сказать. Я учился в 63-й школе, ну, это где Черниковка. Вот. Там постоянно смеялись надо мной. Что ты такой низкий, что у тебя что-то не то со спиной. Даже бывало, что плакал, как бы. Вот. Я их простил и звания их не держу. У тебя есть мечта? Мечта есть. Поехать в Москву. Ты там еще никогда не был? Не, у меня сестра 2 раза ехала в Москву, и там, говорят, красиво. Даже видео где-то было. Кремль есть. Хотелось увидеть. Может, президента увидел бы. Владимира Путина. Ну, я еще хотел бы Ради Хабирова увидеть, ну, который в Башкирии, глава республики. Ну, что бы ты ему сказал? Я сказал бы, а вы нам поможете, чтобы у нас в Буле было тепло, ну, именно отопление, там, например, да, чтобы выделили много денег на ремонт, чтобы мы так, как на Северный полюс не одевались, так плотно, вот, чтобы, ну, как вам сказать, чтобы нам помогли ульи. Я бы сказал другим людям, что люди с инвалидностью нормальные. Мы не бешеные, ни на кого не бросаемся. Когда ведем себя нормально.